Это не вифлеемское избиение младенцев. Это просто ташлыкские ребята играют в футбол. Летом в деревню Ташлык приезжает много городских со своими знаниями и, смешавшись с деревенской непосредственностью, образуется взрывоопасная энергетическая смесь. Когда они разыграются, они ничего не боятся, кроме разве что бабайки. Но об этом попозже. Действительно, укротить детскую энергию достойно подвигов Геракла. Если Геракл укрощал трехголового Цербера, здесь собирается до 15 голов, а в свитках числится все 30. В последнюю неделю перед школой Центральная соборная мечеть Нижнекамска организовала детский лагерь на базе мечети деревни Ташлык. Главная цель – переключить детей с отдыха на учебу, напомнить об уважительном отношении к учителям, напомнить о дисциплине. Укрощающим Гераклом назначили Абдуль-Карима Гиззатуллина. Его спокойствие внушает уважение, и дети его слушают, но домашние задания все равно не делают. На просьбу рассказать стихотворение дети отвечают примерно так. Не будем судить строго, ведь каникулы еще идут, и детям есть чем заняться. Мы здесь играем в игры интересно и учимся. Мы тут играем в футбол, рисуем рисунки, учимся, на намаз остаемся. Лагерь проходит в дни Рамазана. Если в советские времена борьбы с религией школьников заставляли попить воды, чтобы они не постились, может, сегодня нужно заставить поститься? В первую очередь мы им говорим, чтобы они сначала в первую очередь советовались со своими родителями. Это в первую очередь. То, чтобы сами без разрешения родителей не соблюдали пост. А так, чтобы они старались хотя бы с завтрака до обеда, то есть не завтрака, не обеда, попытаться до обеда постараться не кушать, не пить, то есть вот так, то есть себя воспитывать. Когда дети начинают играть, они очень рады и забывают, что это здание мечети. Такое отношение нравится не всем. Бабаи, но о них попозже. Как и в любом лагере, для детей предусмотрены призы и подарки. Но эти призы, конечно, ничто по сравнению с тем, что приобретают дети за эти 3 часа нахождения в мечети. Пусть же Аллах даст этим детям идти прямым путем. Время работы лагеря начинается с икенде намаза и заканчивается вместе с закатом солнца. В это время мечеть занимают бабаи. Пришло время рассказать о тех, кого побаиваются дети, кто следит за порядком в мечети и на ком все держится. Это они, бабаи деревни Ташлык. Они гордятся своими предками, которые даже в годы самых сильных гонений на религию сохранили мечеть. Сохранилась даже особая мелодия зикра во время таравих намазов. لا إله إلا الله
На этом месте всегда была мечеть. Сначала деревянная, сегодня каменная. Каменной стеной, как кирпич к кирпичу, встают в ряд молодые и пожилые, городские и деревенские. Эта стена удерживает от распространения скверну, распущенность и человеческие страсти. Когда есть преемственность поколений, есть довольство Аллаха, а значит, есть надежда на светлое будущее.